Мы с вами выезжаем в Ярославль по Московскому проспекту. Сейчас справа будет церковь Богородицы в крестах. Это храм 18 века. И, собственно, еще 70 лет назад здесь располагалось село, которое называлось Кресто-Богородское. В южную сторону город шагнул в связи со строительством нефтеперерабатывающего завода. И район этот называют Нефтестрой у нас в Ярославле, потому что дома строили для сотрудников этого предприятия. Здесь же инфраструктура этого предприятия. Слева, например, дворец культуры «Нефтяник». Город Ярославль впервые упоминается в летописи в 1071 году, но уже как город существующий. За дату основания взяли 1010 год. Так что в 2010 году мы отмечали замечательный праздник, тысячелетний юбилей. С 10 по 12 сентября шли основные торжества. Девиз нашего юбилея — «Древний город, устремленный в будущее». Особенность Ярославля в том, что город и старинный, и современный. Сейчас 600 тысяч жителей проживает здесь. Площадь 200 квадратных километров. Много вузов, а именно 7 государственных вузов в Ярославле. И вот слева сейчас мы с вами видим технический университет. У них, кстати, такие достаточно серьезные связи с Германией. На некоторых факультетах студенты часть курсов проходят именно в Германии, учатся там. А вообще есть и классический университет в Ярославле, педагогический университет, сельхозакадемия, театральный вуз есть в Ярославле и другие. Сейчас впереди слева будет указатель «Арена 2000». Налево уходит улица, которая ведет к Большому Ледовому дворцу спорта на 9000 зрителей. И наверняка вы знаете нашу хоккейную команду «Локомотив». Там у Арены 2000 стоит памятник. Вы, может быть, помните о той трагедии. 7 сентября 2011 года разбился самолет с ярославской командой «Локомотив» на борту. Завтра мы будем с вами проезжать село Туношно, когда поедем в Кострому, где случилась эта трагедия. Ну а памятник такой. Птица с одной стороны на взлете, а с другой стороны пикирующий самолет. И крылья, и птицы, и самолеты сложены из клюшек хоккейных. По количеству человек, погибших в этой трагедии, 37 человек. Памятник, кстати, тоже делали в Германии. Герб нашего города — медведь с секирой. Это в память о легенде об основании Ярославля. А легенда такая: в древности, в том месте, где река Кодрь впадает в Волгу, было поселение, и называлось оно Медвежий угол. Жители поклонялись богу Велесу, а священным животным у них был медведь. Они не хотели подчиняться власти ростовского князя. Ростов был главным городом этой земли, а князем тогда был Ярослав Мудрый. И вот однажды плыл он по Волге и увидел, как язычники грабят торговое судно. Вышел он на берег, обратил их в бегство, они отказались ему повиноваться и выпустили на него лютого зверя-медведя. По легенде, князь с медведем сразился, зарубил его секирой, и язычники ему покорились. Он крестил их в православную веру, заложил церковь во имя пророка Ильи на берегах Волги, ну а затем и построил город-крепость и дал ему имя свое. Так и появился Ярославль. В память о легенде герб медведь с секирой, а имя красивое, языческое у нашего города. Ярославль означает прославляющий солнце. Ярила солнце называли язычники. И вот с 11 по 13 века Ярославль входил в состав Ростовского княжества, затем Ростова-Суздальского, Владимира-Суздальского. С 13 по 15 века Ярославль был столицей самостоятельного удельного княжества. В 1462 году присоединился к Москве. С тех пор мы были верными соратниками столицы. Существует даже поговорка «Ярославль – городок, Москвы – уголок». Ну а золотой век в истории нашего города – это 17 век. Тогда Ярославль был богатейшим, процветающим русским городом, вторым по значимости после Москвы.
По торговому обороту уступал только Москве и Казани. По численности был вторым после Москвы. У нас жили богатые купцы, ремесленники. Они строили красивые храмы. За 80 лет тогда было построено 50 церквей. Не только строили храмы, расписывали фрески, иконы ярославские, знаменитые. Сейчас площади Волкова. Мы заканчивать будем монастыри. Город белокаменный, веселый, красивый, с садами, старинными церквями, башнями и воротами. Город со своей физиономией, сказал писатель Аксаков о Ярославле. Действительно, у города нашего есть свое лицо, это прежде всего исторический центр. Не случайно с 2005 года исторический центр нашего города включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Еще два города, кроме нас, в этом статусе русских в ЮНЕСКО. Это Санкт-Петербург и город Дербент. Это Дагестан. Вот мы с вами по мосту переезжаем реку Которосль. Справа городской пляж. Мы с вами видим много отдыхающих, купающихся в речке. Впереди мы выезжаем с вами на площадь Богоявления. Встречает нас князь Ярослав Мудрый. Слева церковь Богоявления, храм 17 века. У нас не ошибешься, у нас в основном все храмы 17 века в Ярославле. Ну а князь Ярослав, вот ему памятник прямо перед нами. В руках он держит крепостную башню, как символ основания города. Некоторым это напоминает торт. В шутку памятник называют «мужик с тортом». Справа крепостные стены. Все думают, что это Кремль. На самом деле это древний монастырь. Сейчас музей. Мы там будем заканчивать нашу экскурсию по городу Ярославлю. Сейчас мы с вами выехали на улицу Первомайская. Справа двухэтажное здание красного цвета. Сейчас театральный институт. Театральный институт носит имя Федора Григорьевича Волкова. А Федор Волков – основатель русского театра и наш земляк. Ярославль – родина русского театра. Именно в 1750 году, именно в нашем городе, прошли первые спектакли, куда мог попасть каждый, купив билет. Общедоступный стал театр. Это то, чем знаменит Ярославль. Слева мы с вами видим торговые ряды 19 века. Полностью ансамбль торговых рядов не сохранился. Очень многое было разрушено в Ярославле в 1918 году. Раньше эти события называли белогвардейский мятеж, сейчас первое антисоветское восстание. Слева сейчас увидим Знаменскую церковь, и от нее направо идет улица Кирова. Пешеходную часть, сейчас мы ее увидим с вами, это наш Ярославский Арбат. Мы выезжаем с вами на площадь Волкова. Впереди театр, кружок по площади. Здание было выстроено в начале 20 века в стиле классицизм московским архитектором Спириным. Недалеко от театра, в сквере справа, где флаги стоят, среди этих флагов памятник Федору Григорьевичу Волкову, основателю русского театра. Молодой совсем изображен, потому что прожил яркую, насыщенную, но короткую жизнь, умер в 34 года, не был женат и никогда не влюблялся, единственной его возлюбленной была театральная сцена. Справа Знаменская башня, середины 17 века. Вот здесь была граница города 13 века. Здесь раньше проходил высокий земляной вал. По той линии, что мы сейчас с вами едем, где стоит театр, где Знаменская башня, где сейчас за театром будет Первомайский бульвар, высота вала была 12 метров. За ним шел глубокий ров, заполненный водой. Глубина рва была 24 метра. И шел он от Волги до Которосли. В город средневековый можно было попасть через башни, проездные ворота. Укрепления были разобраны в 18 веке. На их месте появились современные улицы и площади. А из башен 16 сохранилась одна Знаменская башня.
Первомайский бульвар слева. Раньше назывался он Казанским, потому что вот справа сейчас можно увидеть храм Казанский, действующего женского Казанского монастыря. Храм 19 века, а монастырь был еще в 17 веке основан. Слева в центре Первомайского бульвара памятник муромским святым Петру и Февронии, покровители семьи и брака. Теперь у нас 8 июля, День любви, семьи и верности. Если вы вечерком сюда приедете прогуляться, если вы пройдетесь по этому бульвару и перейдете дорогу и дальше выйдете на набережную Волги, то в той части бульвара стоят плакаты, где написано, какие фильмы снимались в Ярославле, какие актеры прославили наш город. Слева сейчас от нас Красная площадь. В центре Красной площади памятник Ленину. Стоит на месте разрушенного храма Семеновского прихода. И площадь эта раньше называлась Семеновской. У нас в основном сохранились советские названия улиц и площадей, но есть такая традиция вывешивать таблички с прежними названиями. Мы с вами выехали на улицу Советскую, бывшая Ильинская, еще раньше называлась Пробойная, поскольку первой пробивалась сквозь средневековую застройку города. Здесь слева мы видим с вами жилые дома в стиле сталинский ампир, которые были построены в 30-е годы прошлого века. В доме номер 4 жил Юрий Владимирович Андропов. Его политическая карьера начиналась в Ярославле. У нас он возглавлял обком ВЛКСМ, и первая семья Андроповой сейчас живет у нас в городе, его дети, внуки. Справа более старинные дома. Сейчас увидим дом с балкончиком и 2 мемориальные доски на нем. На одной написано, что в этом доме жил Федор Григорьевич Волков, основатель русского театра, но на другой написано, что в этом доме жил Андрей Николаевич Колмогоров, очень известный математик. Мы с вами сейчас подъехали к главной административной площади города Ярославля. Площадь Советская, бывшая Ильинская, в центре которой стоит красивый храм, церковь Ильи Пророка. Это первая наша остановочка.